İsənmisiz də barığızğa da? İsənmisiz? Min şad barığızını da көрерге. Edəgiz başlayırız. Barığızğa da xeyirli keç. У меня просто тут чат, я вижу обратную связь, поэтому немножко буду отвлекаться на чат, чтобы с вами вести диалог непосредственно, общаться и понимать друг друга. Исәнмесез, бұл қабат мен Диләрә, һәм сез безнең туган тел поток, 3-нче потогының 2-нче дәресендә укыйсыз. Әйе. Снова я с вами Диляра, и я очень рада вас видеть на втором занятии нашего нового потока базового курса урока татарского языка Татар Теле онлайн. Так, меня слышно, меня видно. Давайте пишите, пожалуйста, ответную реакцию. Я хочу вас всех услышать, увидеть. Ну, точнее, услышать меня не получится, просто увидеть, прочитать. Кто с нами сегодня? Готовы ли вы учиться и воспринимать новую информацию? Әйтәгез, барыгыз да языгыз миңа, мине яхшы ишетеләме, мин яхшы күренәмме? Һәм сезнең кәефләрегез ничек? Как у вас настроение? Все, отлично. Хорошо, потихонечку народ подтягивается. Я очень рада вас всех видеть. Еще раз повторюсь. Мне очень важно ваше присутствие, ваша активность. Keyifleriniz ничек? Keyifleriniz ничек дип сорыйм? Как ваше настроение? Готовы ли вы трудиться? Сез укырга әзерме? Так. Хорошо. Потихонечку народ у нас подтягивается. Это очень хорошо, что идет. Бик яхшы, мин бик шат. Так, хәзер 1-2 минут тагын көтеп торам да һәм башлыйм. Так, подожду еще 2 минуточки, чтобы все подтянулись. И потом я уже начинаю непосредственно к уроку перейду. Бик әйбәт, мин бик шат. Сезнең кәефегез яхшы булса, минеке дә яхшы була. Һәм минем сезнең белән эшләү бик тә күңелле булачак. То есть, если у вас настроение хорошее, значит, и у меня настроение хорошее. Значит, и мне будет хорошо с вами работаться. Все, я думаю, уже можно начать. Хорошо, остальные подтянутся. Калганнар безне куып тотарлар. Вот так. Бүгенге дәресне мин исәнләшү белән башлап китәсем килә. Исәнмесез дип башлыйк әле. Һәр очрашу шулай башлана. Һәр әл-хәлне сорап башланса, ул күңелләрдә ныграк саклана. Начнем мы с приветствия. Каждая встреча начинается так. Если справились со здоровьем, в душе хранится она встреча. То есть это не совсем, конечно, дословный перевод, но в принципе смысл этого прекрасного стихотворения заключается именно в этом. Потому что когда татары здороваются, они здороваются исәнмесез, то есть спрашивают о здравии, то есть спрашивают, как дела. То есть получается исәнмесез то же самое, как спросить, как дела, как вы поживаете. Понятно, да? Хорошо. Давайте дальше перейдем.
Мгм. Так, давайте мы с вами немножко попрактикуемся. Гамель. Прочитайте и поставьте во множественном числе. Укыгыз һәм күплек санга куегыз. То есть давайте повторим тему прошлого урока. У нас немножко рефлексии сейчас будет. То есть мы немножечко повторим тему прошлого урока. Вы же у меня большие молодцы, поэтому, мне кажется, вы справитесь без всяких трудностей. Әйдәгез менә бу сүзләрне куплек сан кушымчасына куегыз. Видите, там стоит знак носик. Это значит, слово заканчивается на носовой согласной. Борын тартыгына бетә. Шуңа күрә нинди кушымча ялгануын үзегез искә төшерегез. То есть, поэтому обратите внимание, какое именно в этом случае надо добавить окончание. Напишите, пожалуйста, в чате, как будет кул во множественном числе. И немножко я усложню задание. Сразу пишите перевод. Тәрҗемәсендә языгыз. Нәрсә ул кул һәм күплек сандан ничек була? Кто самый первый? Кто молодец? Или забыли, как это делается? Или плохо слушали меня на прошлом уроке? Куллар, все верно. Ой, молодцы, молодцы, молодцы. Да, кул это рука, а куллар это руки. Все верно. Молодцы. Я довольна. Айя. Урам. Нар. Все верно. Здорово. Так, а вы пока делаете... Нет, я так не могу. Вы пока делаете, да, я смотрю. Все верно, урамнар, хорошо. Ул. Ул это значит сын. Да, все верно. В данном случае ул это он, она. Или еще можно понять как сын. Уллар тоже может быть. Все здорово. Угу. Уллар, все верно. То есть, смотрите, ул это он, она или она, то это будет алар. А если ул это сын, то есть сыновья, уллар, хорошо. Атлар, угу. Таулар, майлар, все верно. Так, перевод сейчас посмотрю, как кто как написал. Ой, так. Угу. Так, ага, все верно, все верно. Замечательно. Вы так активно сразу включились, мне это очень нравится. Мне это очень импонирует. То есть получается кулар это руки, урамнар это улицы, улар это я уже объяснила вам, атлар это да, лошадки, правильно. Тау это гора, горы, таулар, майлар масло, масла, правильно, все верно. Баш это что у нас баш? Башлар головы, правильно написали, хорошо. Бабай кто такой? Дедушка, да, дедушки, бабайлар, все верно. Малай. Малайлар это мальчики. Все хорошо, все верно. Здорово, 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 здорово. Так, урман, урманнар. Это что у нас урман? Нәрсә ул урман? Угу. Әйдәгез урман. Бабайлар, угу. Малайлар, урманнар леса. Все верно. Урман это лес. Урманнар. Угу. Урам. Вот, кстати, многие, кто начинает изучать татарский язык, начинают путать слово урам и урман. А у них значение, в принципе, разное. Ага. Урамнар улицы. Угу. Урам улица. Вот именно урман это лес, а урам это улица. Не путайте их, пожалуйста. Хорошо? Да, все верно. И алтын. Алтыннар золото. То есть, ну, в русском языке это же существительное, которое имеет только единственное число, а в татарском языке оно имеет и множественное число, и единственное число. Все отлично, вы большие молодцы, здорово. Ни одной ошибки и даже не запутались в окончаниях вот этих носовых на нар, нер.
Все, здорово, молодцы. Ага. Так, а теперь я хочу вам показать одно интересное видеозапись. Так, чтобы вы немножко посмеялись и вспомнили тему прошлого урока. Сейчас, секундочку. Вот немножечко такого юморка. Так, хорошо. Мгм, мгм. Так, вспомнили, да, тему прошлого урока? Сейчас я объясню, почему, где, что добавляется. Так, не слышно? Звука не было. Ой, почему мне не слышно было, интересно? Так, не слышно. Дина, не слышно, поэтому давайте... Ладно, хорошо, в следующий раз я вам еще раз покажу. Так, звук не сработал. Здорово. Ай, почему так? М, Ладно, извините, пожалуйста, за техническую неполадку. Я не знаю, почему у меня звук не сработал. Вроде стоит на максималке. Я не знаю, в чем дело. Так, хорошо, ладно. Забыли про этот небольшой инцидентик. Так, смотрите, вы там спрашивали про, получается, когда используется лер или нет. Эльвира Урманцева спросил. Мы пройдем это, я вам это все объясню, хорошо? Пока не загружайте себе голову. Так, быстренько самопроверку сделали, то есть это мы уже все сделали. Так, вот сегодня будем проходить мягкие гласные, и поэтому я вам потом все объясню. Хорошо? Так, посмотрите. Давайте попробуем именно в предложении написать вот эти существительные предложения во множественном числе. Но это тоже легко, вы с этим тоже легко справитесь. Анда, матур, тау. Как будет? Попробуйте. Да, анда, матур, таулар. Хорошо, отлично. Здорово. То есть это будет там красивые горы. Анда, да? Хорошо. Анда, матур, урам. Анда, матур, урамнар. Хорошо. Это значит, там красивые улицы. Например, в Москве там красивые улицы. Москве, анда, матур, урамнар. Например, да? Хорошо. Урман. Дальше. Анда-матур урман. Анда-матур урманнар. Все верно. То есть там красивые леса. Например, в Татарстане там красивые леса. Татарстанда анда-матур урманнар. Анда зурбала. Ае, анда зурматур баалар. Маргарита молодец. Так. Анда матур апалар. Все верно. То есть, смотрите, анда матур таулар – это там красивые горы. Анда матур урамнар – там красивые улицы. Анда матур урманнар – там красивые леса. Анда зурбалалар – это значит там большие дети. Анда матур апалар – это значит там красивые тетеньки. Ну да, тетеньки уж как бы, да, не очень хорошо как-то звучит на русском языке. Ну, а полары это не только уж тетеньки такие бальзаковского возраста, это не такое уж понятие. А полар там. В татарском языке у него значение более красивое. Понятно, да?
Хорошо. Так, это все всем понятно, да? Дальше поехали. Ну, это уж это самопроверка. Так, дальше. Давайте попробуем сказать по-татарски. Большая лошадь. Большая лошадь. Как будет большая коняшка? Напишите, пожалуйста, как будет большая коняшка, большая лошадь, большая лошадка. Мы сегодня больше на практику нажим делаем, потому что чем больше практики, тем лучше вы будете воспринимать материал. Это доказанное. Большая лошадь это да, зур-ат, молодец. Так, красивый ребенок, матур, бала. Все верно, отлично, здорово. Большое яблоко. Угу. Зуралма, Маргарита, молодец. Хорошо. Красивые улицы. Улицы, обратите внимание, не улицы, а улицы. Да, все верно. Маргарита опять самая первая. Матур, только не матер, а матур, ладно? Матер это значит как-то не очень звучит. Так, большое яблоко Зуралма. Красивые улицы Матур Уромнар. Все верно. Красивые родители. Родители. Знаете, как будет родители? Кто знает? Кто молодец? Да, мы не изучали это слово, но я иногда так подстраиваю какие-то новые слова. Вдруг у кого-то что-то выстрелит. Матур, ата, она, лар. Угу. Матур, анти, не. Хорошо, тоже можно. А я. Ата, она, лар. Угу. Все верно, молодцы. Красивая сестра, матур, а, па. Все верно. Все, молодцы. Вот, самопроверка. То есть зур ат матур бала, зур алма, матур урам нар, матур ата аналар, матур апа. Все, молодцы, здорово. Так, хорошо. Теперь, как мы это уже проходили сегодня на уроке, я хочу посмотреть, насколько вы это запомнили. То есть этот случай уже встречался сегодня на уроке. Эти улицы красивые. Ну, почти похоже было. Как будет? Эти улицы красивые. Кто сегодня чемпион? Кто самый первый напишет? Эти улицы красивые. Бума, Туру, Рамнар. Так, смотрите, еще одна вам такая информация. Вот давайте попробуем разобрать это предложение по составу. Эти улицы красивые. Улицы какие? Они красивые, да? То есть в данном случае сказуемое будет в конце предложения. В татарском языке всегда сказуемое, всегда в конце предложения. То есть поэтому будет правильнее говорить бу урамнар матур. Хорошо? То есть порядок слов в предложении всегда одинаковый. То есть всегда у нас сказуемое будет в конце предложения в татарском языке. Это в русском языке оно может меняться и в начале прийти, и в середине, и в конце, там, я не знаю, да? А в татарском языке всегда сказуемое будет в конце. То есть действие какое-то, да? Ну, грубо говоря, действие, да. Вот. Эти горы красивы. Бутаулар матур, все верно. Ну, оно прилагательное, это понятное дело. Нет, тут в данном случае прилагательное выражено именно сказуемым. По идее, тут нет глаголов. Ну, понятно, нет, что нет глаголов. Я вам просто говорю то, что это есть в предложении главные члены предложения. То есть это подлежащее сказуемое. Сказуемое не всегда выражается только глаголом. Оно может выразиться и прилагательным, и кратким прилагательным. То есть это нормально, даже именем существительным может выразиться. Я именно про строение предложения имею в виду. Аңлайсыз ма? Так, напишите, пожалуйста, плюсик, кто меня понял по составу предложения. А то сейчас подумают, что это как глупенько, и не могу отличить прилагательное от глагола. Кто понял суть, что я хотела вам донести про предложение, напишите, пожалуйста, плюсики. А кто не понял, минус я за вас. Угу.
Мгм. Рахмет. Рахмет. Хорошо, что мы друг друга поняли. Спасибо. Так, эти горы красивые. Бу таулар матур. Эти леса большие. Бу урманнар зур. Отлично. Видите, в татарском языке вот тут же и получается в русском языке эти улицы красивые, да? Сколько окончаний? В татарском языке не нужно столько окончаний. Просто получается эти улицы красивые. Бу, урамнар, матур. Видите, никаких окончаний не добавляется. Вот. Понятно, да? Хорошо, отлично. Дальше поехали. Так. Ая бурамнар матур, бутаулар матур, бурамнар зур. Отлично, все справились. Хорошо. Смотрите, это мы вернемся еще. Ну, напоследок я оставлю. Я хочу вам уже немножечко, чтобы вы отдохнули, и я приступлю уже непосредственно к правилам. Хорошо? Смотрите. В татарском языке есть такое правило с очень красивым словом сингармонизм. Понимаете, да? Сингармонизм закона. То есть это такое красивое слово включает в себя такое простое понятие, то есть простое правило. В татарских словах гласные или только твердые, либо только мягкие. Это явление называют сингармонизм. То есть в одном слове мы с вами на прошлом уроке рассмотрели то, что гласные бывают у нас твердые и мягкие. И в зависимости от этого слово бывает либо мягким, либо твердым. И вот как раз-таки в зависимости от этого добавляется либо твердое окончание, лар, нар, например. И если слово мягкое, то добавляется окончание лер, нер. Понимаете, да? Вот, например, слово эни, оно мягкое, понимаете, да? Эни. Конечно же, если вот, например, мы хотим сказать мамы, соответственно, мы не будем говорить «энилар», понимаете? То есть мы будем говорить «энилер». Вот в этом и случае прибавляется «лер». Например, так, сейчас еще вспомню слово. Так, и каждый твердый гласный звук имеет парный ему мягкий гласный звук. То есть вот смотрите, в левой колонке у нас все твердые гласные у, о, и. Ну вот на последний не акцентируйте внимание, это мы еще вернемся к этому. И вот мягкие и. Понятно, да? Вот. И вот, понимаете, исконно в татарских словах в одном слове никогда не будет встречаться рядом стоять у и например, да? Не будет рядышком стоять с буковкой То есть это неправильно будет. Такие слова, значит, либо заимствованные, либо, заимствованные из другого языка. В исконно татарских словах таких слов не встречается, когда вот все гласные вперемешку. У нас только либо мягкие только в одном слове, например, алма, допустим, да, эни, видите, только в алма только все твердые гласные, в эни все только мягкие гласные. Бала, меселен, да, например, мектеп, школа, да, тау, вот. Вот этих словах либо только мягкие, либо только твердые. Понятно, да? Bu anlaşıldı mı sizге? Вам понятно только что я вам объяснил? В чем заключается сингармонизм закона? То есть у нас есть семья твердых гласных, есть семья мягких гласных. И вот они между собой, не смешиваются. Anlaşıldı. Yaxşı. Искиткеч. И вот от этого еще зависит дальнейшее окончание. То есть всегда в татарском языке окончания бывают двух видов, как минимум, да, то есть это мягкими гласными и с твердыми гласными. То есть зависит от мягкости и твердости слова. Anlaşıldı mı? Ярар, молодцы. Вот, мы на прошлом уроке уже начали с вами изучать твердые гласные. Сегодня мы с вами будем мягкие гласные звуки изучать. Нечке сузык овазлар. Бүгін біз сіздің білән тирәнтел ü авазын үйренешекпіз. То есть мы сегодня с вами углубленно будем изучать звук
Ü. Буква Ü мягкая пара буквы У. Читается приблизительно как русское Ю в словах. Например, люк, но не лью, или пюре, но не пью, или бюро, но не бью. Так, это слишком сложно для вас. Но вот например, Ü, Ü. Понятно, да? То есть Ürdek, уточка. Ürdek. Mesela ütük, утюг, да, по-татарски? Ütük, ü. То есть она такая, похожа на у, но она более мягкая. То есть когда вы ее говорите, у вас прям губы в трубочку сворачиваются. И прям ü, ü. Вот. Так, новые слова с буковкой, с гласной ü, со звуком ü. Ü авазы белән яңа сүзләр. Küs. Видите, не кус говорим, а küs. Küs. 4, 4. Übü. То есть это поцелуй. Übü. Übü. Süs. Слово. Кук. То есть это может быть небо, то есть имеет два значения. Небо и голубой. Голубая, голубое, голубое, ну и так далее. Мы же знаем то, что в татарском языке нет категории рода, поэтому ая, ое и е, то есть все одним словом. Küp, küp. Много. Күл, күл. Озеро. Исык куль. Mesela теплое, горячее озеро. Вот. Эти слова вам знакомы? Наверное, уж большинство из них знакомо. Да? Я так понимаю. Вот. По произношению, кажется, у вас не будет проблем. В принципе, такой звук, ну, довольно-таки часто встречается в татарском языке. Очень много слов с ним связано. То есть, наверное, не в новинку вам. Яңалык түгелдер дип уйлап торам. Так, хорошо. Дальше поехали. Вот, как раз-таки давайте повторяем слова и как раз сравним произношение. Вот. Например, у. То есть, если мы, например, допустим, заменим где-то звук у на у, у нас вообще может поменяться смысл слова. Вот, например, тун, шуба. То есть, все женщины хотят тун, шубу норковую, да? То есть, это по-татарски будет тун с буковкой у, тун. А вот именно если мы нечаянно напишем, допустим, буковку «ы», то это будет обессиленный. Это будет уже прилагательное. Обессиленный. Тюн. Понятно, да? Бул – это значит «будь» с буковкой «у». А если мы поставим татарскую «ü», «бюль» – это значит «дели». Видите, произношения разные. Бул, бюль. У нас автоматически в первом слове, когда у нас «у» используется, «л» произносится твердо. То есть, смотрите, бул, бул. А когда у нас употребляется «ü», у нас автоматически в конце «л», если мы сделаем транскрипцию этого слова, у нас автоматически слышится мягкий знак. Бюль, бюль. Чувствуете, да, разницу? Или, например, кул. Кул – это рука, рука. То есть кул. Видите? Кул. И тут даже буковка К говорится как К. Кул. Рука. А когда превращается опять-таки в кюль, К уже говорится мягко. Кюль. И в конце Л тоже слышится мягкий знак. В русском языке такого явления нет. Вот в татарском языке на это очень нужно обратить внимание, потому что может поменяться прям смысл слова, если невнимательно к этому отнесешься. Так, барызға да аңлашыла ма? Айырмалыклары аңлашыла ма у белән үнең? Ничек әйтелеше, ничек язылышы? Смайликлар языгыз миңа, пожалуйста, аңлашыла ма? Юк, аңлашылмый. Аңлашылмый, там бы такыр кабатлар дип әйтергә дә мөмкинсез. То есть напишите, если вам что-то понятно, напишите понятно, все здорово, отлично, смайлики поставьте, да? Если непонятно, можете написать, нет, Диляра, объясни еще раз. Я объясню.
Отлично. Амир Лукс улыбается, значит, ему все понятно. Хорошо, Маргарита, понятно. Лейсан, понятно, плюсик написала. Отлично. То есть обратите внимание, да? Аларны бутарға ярамый. То есть их мешать не стоит, не следует, потому что может поменяться смысл слова. Сүзнең мәгънәсе үзгәрергә мөмкин, аларны урыннарын алмаштырсаң. Әйе. Ярар, молодцы. Так, хорошо. Давайте попробуем перевести вот эти слова. То есть это некоторые слова мы проходили на прошлом уроке, некоторые слова проходили сегодня. Теперь попробуем перевести. То есть мы их объединяем и попробуем перевести словосочетание. Так, сул күс. Сул күс. Именно күс. Что такое сул күс? Сул күс. Кто самый первый? Кто? Молодец. Левый глаз. Все верно. Отлично. Сул күс. Угу, отлично. Молодцы. Дюрткюль. Как будет дюрткюль? Дюрткюль. Не забывайте, что в татарском языке, когда существительное приходит с числительным, автоматически это множественное число. Дюрткюль. Дюрткюль. 4 озера. Ага. Нет, именно тут кюль, Мария. Кюль. Ü. Видите, уже если, например, неправильно поставить звук у или ü, да, поменялось вообще значение, лексическое значение слова. Кюль – это озеро, а кул – это рука. Видите, значения вообще разные. Так, алтын сүз. Нет, ребят, видите, не буковка, она заостренная. Обратите внимание, так, обратно возвращаемся. Видите, буковка у нас какая? Обычная У, а Ю она заостренная вниз. Заметили? Не путайте, пожалуйста. Вот, видите, она у нас обычная, а Ю она заостренная. Не путайте, пожалуйста, местами. Правописание. У есть хвостик, у нет хвостика. Вот. Поэтому будет дюрткюль, это значит 4 озера. Угу. Так, хорошо. Понятно это? Обратите, будьте внимательны, пожалуйста, ладно? Так, алтын сүз, золотое слово, все верно. Матур-күк. Матур-күк. Как будет матур-күк? Матур-күк. Матур-күк. Как будет матур-күк? Угу, золотое слово, отлично. Так, меня видно, меня слышно? Ага, да, все видно. Красивое небо, все отлично. Так, küp алма. Küp алма. Красивое небо, отлично, это верно написали, матур küp. А как будет küp алма? Küp алма. А что? А что надо произносить? Как ще в татарском? Ну да, в литературном татарском языке, да, например, цветок. Чечек тугель, щек. Но немножко такая, не совсем как ще, а более такая мягкая че. Щек. Так, большое озеро. Угу. Зур. Купалма, много яблок, все верно. Зур кюль. Это большое озеро. Зур матур кюк. Как будет зур матур кюк? Угу. Много яблок или много не бери? Ага, все. Много яблок или много не бери. Все верно, молодец. Да, в зависимости, какое значение, да? Угу, отлично. Так, большое озеро, большое красивое небо. Аязур, матурку. Хорошо. Букюль. Как будет букюль? Как будет букюль? Это озеро, все верно. А как будет букюль матур? Да, Лейсан, молодец. Так,
Как будет? Бу кюль матур. Это озеро какое? Это озеро. Какое оно? Мотор. Это озеро красивое, все верно, отлично, молодцы. Анда балалар күп, дүрт малай, он кыз. Здесь уже такое длинное предложение, достаточно ызын җөмлә. Анда балалар күп, дүрт малай, он кыз. Ничек тәрҗемә итәсез? Как вы переведете это предложение? Там много детей. 4 мальчика, 10 девочек. Все, отлично, молодец. Так, Мария, да, молодец. Там много детей. Дүрт малай, это значит 4 мальчика. Он кыз, 10 девочек. Все, отлично, молодцы. Анда таулар күп. Как будет там? Я уже вам подсказала, да? Анда таулар күп. Там много гор. Все, отлично, молодцы, справились. Здорово. Так. Ага. Так, теперь мы переходим к буковке «э». Это моя любимая буковка в татарском языке, потому что на нее начинается, то есть с нее начинаются мои любимые слова. Это мама и папа, это и они. Все. Это у нас нечке сузугалас, мягкий гласный звук, ауазы. Она говорится, когда его говоришь, получается у нас подбородок падает вниз. Она такая мягкая, такая милая буковка. Буква мягкая пара буковки А. Читается близко к русской я в слове пять и дядя. Важно твердо усвоить парность А и В исконно татарских словах, если в первом слоге пишется все гласные произносятся мягко. Понятно, да? То есть он всегда все слово делает мягким. Понятно, да? То есть как вот этот кондиционер для белья. Он является для многих слов, потому что делает их. Например, эни, белиш, меселе, мектеп. Чувствуете, да, разницу? Так, авазы белән яңа сүзләр. Күлмәк, платье. Но это не только такое платье, да, которое вот девочки носят. Мы же любим платьишки, кульмяклят, да? А вот именно еще мужскую рубашку тоже называют кульмяк. Понятно, да? То есть и мальчики, и девочки могут носить кульмяк. Только у всех разный кульмяк. Бейрем – это значит праздник. Нерсе – что? Нерсе – что? Например, бу нерсе – что это? Эльбет – хорошо. Терезе – окно. Бюльме – комната. Мектеп – школа. Бюлек – подарок. Кстати, у меня была учительница, ее звали Булек Байрамовна. То есть ее на самом деле зовут Подарок, а папу ее звали Байрам, праздник. То есть она была Булек Байрамовна, то есть учительница моя. Вот так вот бывает у нас в татар. Так, хорошо. Смотрите, повторяем слова, обращая внимание на разницу звучания. Так, вам все понятно? По буковке по гласной буковке по гласному звуку Да, мировая женщина просто. Ей уже под 70, она до сих пор преподает. Буляк Байрамовна. Привет, если она меня смотрит. Так. Мгм. Давайте повторяем слова, обращаем внимание на разницу звучания. Так, смотрите. Бар – это значит есть. А вот именно «бе» – это ударь. Видите, как вообще меняется, да? Вроде бы такое мягкое слово «бер». А значение-то какое, да? А родилась на праздник. Да, у нее, по-моему, ближе к 8 марта. Да, Мария Сергеевна, да, вы знаете. Да, я в Лаишево просто работала в техникуме. Мы с ней вместе работали, и она, как мой педагог получается уже.
Я в Лаишево в техникуме работала, студентов преподавал татарский язык одно время. Вот Буляк Байрамовну знает вся Россия, вся страна, походу. Так, хорошо. Бар, бер, бала, беля. То есть, смотрите, тоже, да, вот двояко. Бала– это ребенок, дитя, беля– это проблема. Ну, видите, какая такая параллель между, да? То есть бала, беля. Можно, да, если, например, неправильно писать какой-то первый звук, можно вообще исковеркать слово. Аз– это мало, эс– это мало. Ну, то есть, смотрите, тут, в принципе, одно и то же значение, но это более, получается такие слова, ну, диалект. Где-то вот, например, на каких-то районах Татарстана говорят «ас», в некоторых районах Татарстана говорят «эс». То есть и так будет правильно, значение у них одинаково. Понятно, да? Хорошо. Так, есть у нас такие частицы. Крутые частицы тоже много чего заменяют, много чего на самом деле заменяют, еще раз повторюсь, и облегчают нам жизнь. Эти частицы означают тоже и пишутся всегда отдельно, раздельно. То есть мин де барам. Я тоже иду. А какой вариант использовать, зависит от твердости или мягкости гласных и согласных передстоящего слова. Например, ул– да, кул– да, кюль– де, кюк– де. Тут надо немножечко уяснить то, что они всегда пишутся раздельно. Если вы их напишете слитно, у вас опять-таки поменяется смысл. Например, если вы напишете кул, да, вместе слитно, то это будет на руке, понимаете, да? То есть это направление на руке, то есть это будет падежное окончание, кул, да. А если раздельно напишите кул, да, то есть и рука тоже. Например, что у тебя болит? Там, глаз болит, и рука тоже. Кулым, да, аорта. Кул, да, аорта. Понятно, да? Например, кюльде– это будет в озере, если слитно напишите. А если раздельно напишите, это значит в озере тоже. Кюльде-де– балык, езе. Например, и в озере там рыба водится тоже, да? Например, кукте– на небе будет, если слитно напишите. А кукте, то есть и небо тоже сегодня такое красивое. Кукте, буган биг матур. Понимаете? Ребят, напишите, пожалуйста, если вы поняли все с частицами да, де, то, те. Напишите, пожалуйста. То есть они усилительные. То есть они дают больше информации, помогают нам. Аңлашылды, все, отлично. Так. Угу. Отлично. Все здорово. Хорошо. Это очень супер. Наверное, у вас еще появились вопросы, когда вот почему где-то да, де, а почему еще та, те. Ребят, это слово, если мы же знаем вот эти, у нас есть же звонкие согласные и глухие согласные. Вот если на звонкую согласную заканчиваются, то будет окончание частицы, не окончание уж, а частица с буковкой «д». А если именно на глухую согласную, то будет вот эта частица с буковкой «т». Понятно, да? Да, примером мы еще та и да от соседних букв не зависит. Как это не зависит? Зависит кук, те, mesela. Вот, например, вы же не скажете кук, де. Это будет неправильно. Кук, де. Девять мибес. Так не будет неправильно. Вот как раз таки, смотрите, ул, л у нас какая? Твердая согласная. То есть она звонкая согласная. Ул, да. Кул, да. Кюль, де. А вот, например, кук,
К. У нас какая она? Глухая согласная. Она же парная у Г. Парная согласная. Поэтому будет частица к ней привязываться на буковку Т. Вот, смотрите. Если вы имеете в виду падежное окончание, то есть, смотрите, если вы хотите указать, ну, это падеж, у нас есть такой урамвакат килише, это шестой падеж, то есть вы хотите указать именно место, то есть в нем получается, да? Например, на руке, допустим, на озере, на небе хотите сказать, да? То вот эти частицы, ну, они похожи просто, они не частицы, окончания, да, если вы их напишете слитно, например, кюльде, кюкте, это будет там, то есть на небе, на озере, на руке. А если вы их раздельно напишете, это будет уже частица. То есть это будет уже именно тоже обозначать. И на руке, то есть и на руке, и рука тоже, и озеро тоже, и небо тоже, значит. Понятно, да? Просто я вас хочу сказать, что пишется раздельно, не пишите их слитно. Тут уже значение, прям корни поменяются. Понятно, да? Так, Вадим Никифоров, вам понятно все то, что я только что объяснила? Угу. Хорошо. Я могу дальше переходить, да? Сейчас мы еще на примере все это разберем, не переживайте. Пока слишком много информации, наверное, это голова еще взрывается, да? Так, isimlerini sanar bilen kullanıyor. Используем существительное с числительными. Я вам это уже объясняла. А если перед существительным стоит число, то аффикс множественного числа не добавляется. То есть малылар, он малай. Атлар, утыс, ат. Урамнар, алты, урам. То есть, смотрите, и окончание в татарском языке всегда называется аффиксом. Тоже нужно запомнить. То есть, смотрите, 10 мальчиков, у нас в татарском языке говорится просто 10, он малай. Например, 30 лошадей, табун, да, большой, 30, из 30 лошадей у нас говорится утыз ат просто, да. 6 улиц у нас будет алты ура. Это я вам уже объясняла, это, мне кажется, ничего сложного в этом нет. Или, например, 5 яблок, алты оиш, бишалма, мисален, да. Например, 7 девочек, джиды кыз, там. Мне, пожалуйста, например, 6 пончиков. Вот хочу кушать пончики. И, например, 6 пончиков, алты, там, допустим, кабартма, да. То есть никакие окончания не добавляются, никакие аффиксы не добавляются. Это мы тоже с вами изучили. Так, вот, давайте попробуем сказать существительное с числительным. 30 рублей. Как будет? Напишите, пожалуйста. Давайте активнее включаемся в работу. Как будет? 30 рублей. 30 рублей. Это просто уже практикум. Я уже вам объясняла про это все. Я считаю, что вы очень умненькие, поэтому я не стала слишком углубленно. Так, утасум, все верно, хорошо. Принимается. 10 детей. Как будет? Утасум. Отлично, отлично. Утасум. Отлично. 10 детей. Как будет 10 детей? Унбала. Все верно. Отлично. Так, 10 старших сестер. Он апа, да, ну вы, в принципе, можете, да, сказать он апа, или он апа, или он зурапа, да. То есть это опять-таки от диалекта зависит, не столь важно. Так, мне кажется, мало у кого там 10 старших сестер, это, наверное, уж, да. 30 яблок, утас, алма, все, верно, хорошо. 30 яблок, это утас, алма, 30 красивых лошадей. Как будет 30 красивых лошадей? Да, я вот мониторю, смотрю, кто как отвечает. Все верно, пока никаких ошибок у вас нет. Все здорово. Утас, как будет 30 красивых лошадей. Утас, матур, ат. Хорошо? Ат, матур, да, утас. Да, тут в данном случае 30 красивых лошадей. Утас, матур, ат вот здесь будет, ладно? Потому что
Прилагательное в данном случае. А если в том случае там было то, что как прилагательное в форме сказуемого, а тут именно идет как бы тут словосочетание только. Поэтому перед существительным идет прилагательное, потому что оно раскрывает то, что лошадка красивая. Понятно, да? Утас матур ат. Все верно. Хорошо. Молодцы. Я очень рада, что вы справились без всяких проблем. Так, и вот как раз-таки возвращаясь к этому, тому, чему я уже говорила неоднократно, Жемляде в стереотипе фигельным уроном. Мне как татарке и как учителю татарского с опытом работы, мне тяжело слышать, когда, например, люди, изучающие татарский, или наоборот, даже есть такие татары, которые плохо знают татарский язык, начинают коверкать и разговаривать чаптамакала купер, как говорила моя бабушка. То есть вышел в огород и не вернулся обратно. Скажение. Да, Марат, ага. То есть вот. И вот глагол предложения всегда в основном употребляет, не в основном, а всегда, в принципе, употребляется в конце. Это нужно запомнить. Я говорю же, у меня прям действительно болит душа, когда делают неправильно. То есть Марат, алма, ал. Всегда, да. Марат, возьми яблоко. Алсу, кульмяк, ал. Алсу, купи платьишко. Иди потрать деньги, да? Алмаз, матур, бар. Алмаз, иди красиво. Все верно. Апа, матурутер. Апа, сиди как? Красиво. Видите, мы никогда не будем говорить Марат алма. Ну, это будет, ну, как бы теоретически это может быть, да, звучать. Да, поймете вы, и вас поймут, и так далее. Но по правилам татарского языка лучше, конечно, все всегда говорить, то, что вот этот глагол, то есть сказуемый, всегда будет в конце предложения. Понятно, да? Глагол в предложении в основном употребляется в конце. Но мы знаем, то, что сказуемое– это именно глагол в основном. Выражается сказуемым глаголом. Понятно, да? То есть у нас действие всегда в конце предложения. Не я. То есть фигель, жемлянин, ахрында киле. Гель, аның ахрында киле. То есть, если вы хотите разговаривать правильно, чтобы вас понимали и так далее, это нужно, да, запомнить. Так, ну и тут, конечно же, простые бытовые ситуации вам проведены. И сянешу приветствие. То есть мы можем это в группу скинуть вам, вот эти ваши помощники мои учителя. То есть они вам все могут скинуть вот эти. То есть мы в группу сольем, и вы потом можете себе взять. Как эти шпаргалочки. Исән нәшу приветствие, то есть исәнме исәнмесез, сәлам саумысыз, нихәл нихәлләрегез бар, хәерле көннәр, хәерле иртәләр, хәерле кичләр. Все верно. Это уж вы знаете. То есть можно здороваться разными способами. То есть исәнме исәнмесез, сәлам, то есть где-то вот более официальный, где-то более такой как бы дружелюбный, при друзьях можно. То есть это нормально. Понятно, да? Вот, например, нихаль ты, конечно же, скажешь своему другу там, или нихалярь. А нихалярь гзбар это уже как бы на вы обращение, да, ведь? Хайрликнер можете употреблять во множественном числе, также и в единственном. Это будет оба варианта правильно. Так, таношу знакомство, то есть это миндрасу асинке минисам. Это вы уж тоже, в принципе, знаете. То есть, например, мин диляре асинкем. То есть я Диляра, а ты кто? Ну, типа, как тебя зовут, получается. Я Ислам. Вот. Тоже ничего, каких-то там новых явлений для вас нет. Так, наряжарати, то обращение. То есть это какое-то уменьшительное, ласкательное может быть, ласковое обращение может быть. То есть к родственникам имеется в виду. Энием это значит мамочка моя. Эние, этием, папочка мой. Или просто папочка, да? Кызым, доченька моя, доченька. Улым, сыночек мой, сыночек. Да, мы здесь. Ну, исяльмасис, это получается, да. Но если как бы дословно вот так перевести, да, ну,
по значению оно, да, здравствуйте, одно и то же. Так, дальше. Апа, тетя, старшая сестра, уважительное обращение женщины старшего возраста. То есть вот в татарских гимназиях, в основном в татарских школах к учительницам обращаются не по имени, отчеству, да, вот, например, а получается, обращается именно апа, то есть имя. И вот я, например, работаю в татарской школе, ко мне обращаются Дилера апа. Абый, дядя, старший брат, уважительное обращение мужчине старшего возраста. Кызлар– это девочки, девушки, егетляр– парни, молодые люди. То есть, например, ой, девочки, вот так вот, да, ой, кызлар, кызлар, там, например, подружка может так обратиться. Егетляр– это тоже друзья, понятно, да? Так, саубулашу– прощание. То есть, когда прощаться, нужно говорить такие слова. Саубул– это уж там другу, с кем ты на ты, то есть получается. Саубулос– это уж с кем вы на вы, то есть уважительное обращение, такое более официальное. Исян сау тоже как бы такой разговорный больше. Яра исян сау, ладно, типа, то давай пока-пока. Сәләмәт был, будь здоров, до новых встреч. Сәләмәт булыгыз. Будьте здоровы, до новых встреч, тоже можно говорить. Даже можно сәләмәт был говорить, когда человек чихает. Тоже в обоих случаях можно употребляться. Как будет младшая сестра? Сіңілкәш или сіңлім? Сіңіл или сіңлім. Так, сәлемәт булыгыз, это я уже сказала. Хуш, это значит то же самое, как пока. А хушығыз именно уже так, более такое просторечное, но в как бы уважительной форме. Понятно, да? Так, домашнее задание. Выучить, пожалуйста, вот эти слова и запомнить правила сингармонизма, которые мы изучали сегодня. Используем числительно существительными, это тоже повторите еще раз. Расположение глаголов в предложении, то есть глагол всегда в конце предложения, это просто запомните, пожалуйста. Использование усилительных частиц да, де, та, те. И выучить приветствие, прощание, обращение. Хорошо? Там, в принципе, повторяется, там просто окончание множественного числа прибавляется, и когда, да, вот это все надо будет выучить. Так, ребят, все ли вам было понятно в этом уроке? Может, я слишком быстро разговариваю, может, я слишком как-то слишком много информации даю. Напишите, пожалуйста, ответную реакцию, чтобы мы в дальнейшем, следующие уроки у нас проходили в таком режиме. Сейчас я перейду к себе. Угу. Я снова с вами. Сейчас я свет включу. Все, меня видно, да? Так, хорошо. Узырызга Бигзур Ахмед. Мне очень нравится работать с вами. Вы очень активны. На все так вот прям реагируете. Мне нравятся ваши живые эмоции. Так, это очень здорово. Значит, вы неравнодушны. И это вот на самом деле очень здорово. Буби шеп. Куринеш. Угу. Отлично, Рахмат. Спасибо вам. Следующий урок напишем в группе, когда будет. Сообщим в обязательном порядке. Я вас всех жду. Пишите друг дружке. Приглашайте друзей. Может, кто-то еще хочет изучать татарский язык. Мне очень нравится с вами работать. Миңа сезнең белән эшләү бик ошый. Сез бик актив һәм бик уйланучан, бик акыллы укучылар. Ярар, рәхмәт. Можете написать комментарии, смайлики, сердечки, чтобы больше народу узнало о нас, чтобы больше и больше людей могли изучать татарский язык. Так мы никогда не забудем наш татарский язык. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Бу кичне минем белән үткәргәнегез өчен, то, что провели этот вечер со мной, вторничный вечер. Конечно, будет ссылка. Сау булыгыз. Динәгә дә бик зур рәхмәт. Динәгә, Дина это мать этого проекта. Бу проектның әнисе. Мин аңа булышам, мин укытучы ролен гына башкарам. Повторить. Ага. Да, ссылка будет. То есть это 24 часа висит вот этот урочек, получается, да?
на какие-то ну, то есть презентации на слайды вам, ну, в группу скинут. Вы можете их взять и все повторять без проблем. Яра, бик зур рәхмәт барыгызга да. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.